Здравствуйте! Сегодня в продолжении онлайн-проекта «История одного экспоната» речь пойдет о прялке. Трудно представить, но еще совсем недавно пряжу для вязания нельзя было купить. Даже нити для ткацкого станка делали самостоятельно, вручную. Домашнее ткачество и прядение сохранялось вплоть до 20 века. Прядение – это процесс, в результате которого из волокнистой массы получается нить. Самый древний и простой способ получить нить из волокон – это сучение между ладонями или о поверхность. Прялка – это устройство, предназначенное для того, чтобы прясть нить из искусственных или естественных волокон. История прялки начинается с изобретения ручного веретена. Это небольшая круглая палочка, заостренная с двух концов и утолщенная к ней. Чтобы нить не рвалась, была длинной, на веретено надевали пряслицы. Это маленький грузик с отверстием. Пряслица служила маховиком, помогавшим разогнанному веретену кружиться долго и быстро, что было необходимо для сильного и равномерного скручивания прядей волокон, вытянутых из куделей. Древнейшие пряслица, найденные археологами, датируются каменным веком. До X века их делали из обожженной глины. Позже появляются выточенные из розового и красного камня, которые добывали на территории нынешней Украины у города Овруч. Веретена изготавливали из сухого дерева, предпочтительно из березы. Длина веретена могла колебаться от 20 до 80 сантиметров. В таком виде оно просуществовало тысячелетия, делая весь процесс трудоемким и сложным. Предельщица должна была делать ряд однообразных движений – вытягивание, скручивание и наматывание. Древнеславянская прялка донцы – это простое устройство. В период своего широкого бытования, 17-й, начало 20 века, она состояла из лопасти на ножке и горизонтально расположенного донца. Лопаску часто украшали и расписывали. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части делали из разных пород дерева. Донцы вырезали из липы или осины, стояк – из ясеня или клена. О такой прялке народом сложена загадка, которую нам, нынешнему поколению, уже не разгадать. На липе сижу, сквозь клен гляжу, березой трясу. Из липы, дерева мягкого и теплого, делали донцы, на которое садилась пряха. В донце вставлялся гребень из клена, а из березы точили веретенце. В зависимости от региона стояк мог быть в форме лопасти или гребня. Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно, кудель, привязывалось к верхней части прялки, лопасти, а на сиденье прялки, донце, установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели нить, скручивая ее при помощи веретена. В настоящее время в фондах нашего музея хранятся разъемные прялки-донцы, но без украшений. Прялка была обязательным предметом крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенная резьбой или росписью, она висела на видном месте, как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству. Прялка была спутницей женщины на протяжении всей жизни. Почти 5 месяцев в году, с ноября по март, проводила женщина за прялкой до полуночи. Чтобы не скучать, пряхи собирались вместе, переходя из дома в дом. Пряли и рассказывали новости, сказки, смешные истории, шутили. Иногда пряли и пели. Умелые пальцы вытягивали бесконечную нить, а голоса выводили протяжную тихую песню. Нить и песня сливались. Незаметный труд пряхи требовал прежде всего удивительного терпения. Каждая девушка должна была приготовить себе приданое, а женщина – одеть семью. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. Поэтому девочка в старину начинала прясть уже в 6-8 лет.
Работу на прялке можно назвать настоящим искусством, и чтобы научиться изготовлять хорошую, качественную пряжу, необходим был опыт, сноровка и даже талант. Самая искусная пряха могла напрясть в день не более 300 метров пряжи. А чтобы получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не менее 20 тысяч метров пряжи. Об этом говорится в пословицах и поговорках. У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. Прялка не бог, а рубаху дает. Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом. С прялкой связаны многие традиции и обряды, а также суеверия. Первую нить, спряденную девочкой, сжигали, а пепел выпивали с водой, чтобы сохранить трудолюбие и терпение на всю жизнь. Свое веретено принято было оберегать от нечистой силы. Прялку нельзя было одалживать, это плохая примета. На веретене разрезали пуповину при родах. На свадьбу жених разбивал старую прялку невесты и взамен дарил свою, как символ новой жизни. Затем появилась самопрялка. Предполагается, что самопрялка появилась в Индии, откуда распространилась по миру. Это устройство достигло Европы через Ближний Восток и появилось в начале XIV века. Более широкое распространение в России она получает в XVII веке. Самопрялка – это частично механизированный станок с ножным приводом, освобождающий две руки для вытягивания кудели и формирования нитей. В крестьянском быту самопрялка прочно обосновалась в XIX веке. В фондах Акмолинского областного историко-краеведческого музея собрана коллекция самопрялок, насчитывающая около 40 единиц хранения. Данная коллекция пополнялась за счет собирательской работы, даров жителей края в ходе комплексных экспедиций в 90-е 2000-е годы. Коллекция состоит из веретен, ручных прялок и самопрялок. Основная часть собрания состоит из прялок, изготовленных в конце XIX и первой половине XX века. В XVIII веке в Англии была изобретена предельная машина. Механизмы совершенствовались. На смену паровой тяге пришло электричество. Уже с начала XX века нити любого качества стало дешевле купить, чем делать самому. Но несмотря на технический прогресс, древние прялки используются до сих пор. Они популярны среди любителей традиционных ремесел. Пряжа, сделанная вручную, незаменима для изысканных изделий, например, из козьего пуха, где требуется особая филигранность мастерства, недоступная механизму. А на сегодня у меня все. До следующей встречи. До свидания.